Я приветствую всех, кто смотрит нас в Камрате Кишиневе 7 часов вечера. Это программа «Цена свободы». Меня зовут Михаил Сарикелей. Сегодня вторник, 4 апреля, и самое время поговорить о важных событиях. Призываю вас поставить лайк под этим видео и подписаться на нас в YouTube и Facebook. Тогда нас станет больше. Делитесь этим видео, отправляйте его своим знакомым. Пусть как можно больше людей, особенно в Гагаузии, услышат правду о том, что происходит в автономной стране, и правду о войне в Украине, которая, несомненно, повлияла и будет влиять на нашу жизнь. Сегодня в выпуске у нас экс-министр обороны Республики Молдова Анатол Шалару. С ним мы поговорим о том, кого в Гагаузии ждет Дадон и стоит ли ему ждать. Во второй части выпуска мы поговорим с вице-председателем парламента Михаем Попшой о законе, расширяющем полномочия СИП. А в третьей части выпуска мы поговорим с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских общин Украины, о годовщине трагедии в Буче. Не переключайтесь, скоро вернемся. Друзья, у нас на связи, извините, прошу прощения, у нас на связи по скайпу экс-министр обороны Республики Молдова господин Анатол Шалару. С господином Шалару я предлагаю поговорить о таком широком спектре тем, связанных с безопасностью Республики Молдова, в контексте тех вызовов, которые стоят перед Республикой Молдова, связанных с гибридной войной, которую ведет Российская Федерация против Украины, против ближайших соседей и против Республики Молдова, безусловно. И начнем мы, пожалуй, с заявления, которое сделал Дадон недавно, скандального заявления, которое потрясло, можно сказать, молдавский интернет, молдавские социальные сети, о том, что наши уже близко. Господин Шалару, приветствую вас. Добрый вечер. Господин Шалару, хотел бы с вами поговорить о вопросах, связанных с безопасностью, но начнем с того самого заявления «Наши уже близко». Потом Дадон сказал, что он не это имел в виду. Вы вообще как это оцениваете? Что он вообще имел в виду и кого он имел в виду под нашими? Во-первых, надо знать характер Дадона. У него вот эта трусость, у него в крови. Надо вспоминать, как он ночевал на территории российского посольства, когда он боялся за свою жизнь, как он втянул в своих аферах членов своей семьи и так далее. Когда он один, он молчит. А когда он почувствовал, что вокруг него собралось больше 20 единомышленников, то он начинает нести пургу, как говорил один небезызвестный кремлевский вот такой деятель. Он несет пургу, потому что его это прорвало, он не выдержал, у него накопилось много обид. И он знает, что только российская армия на территории Молдовы может освободить его от тюрьмы, от уголовного наказания. Других у него возможностей нет избегать уголовное наказание за все то, что он натворил за эти годы. И когда он имел в виду наши, он имел в виду именно те, которые сейчас удобряют землю в районе Бахмута, удобряют украинскую землю, которые погибают по глупости его друга Путина. И поэтому, он, наверное, знает, что он боится НАТО, но НАТО уже на территории Молдовы. Это представительство НАТО, за которое я сильно боролся, которое мы открыли давно. Мы сблизились очень сильно с Евросоюзом в последнее время, с Соединенными Штатами, мы сблизились с НАТО, мы сблизились с Румынией, потому что, наконец, наше правительство начало правильные шаги предпринимать, начали поступать правильно для сближения. Мы видели, что вчера Майя Санду встретилась с двумя президентами, одним президентом, с канцлером Германии. Потому что Молдова сейчас вошла в зону интереса Евросоюза, Америки и НАТО. Молдова не останется одной больше, потому что была вот такая опасность, что эти силы пророссийские и Дадон, хоть он и трус, и Шор, и все эти ФСБшники из Молдовы, и пятая колонна, и политические лидеры из вашей автономии, которые хотели сильно свергнуть эту власть и организовать, надо подчеркивать, что они хотели организовать выборы, и они могли, у них был шанс победить на эти выборы, и даже если Путин, он проиграет эту войну, это точно будет,
то они хотели сохранить власть в Молдове, потому что Молдова для них очень важна. Не только Приднестровье и гагаузская автономия, но вся Молдова, потому что они хотят здесь открыть плацдарм, мощнейший пророссийский плацдарм. Но этого у них не получилось, потому что сейчас Меркель ушла в историю, она уже не поддерживает сепаратизм в Молдове. К власти приходят другие люди, НАТО расширяется. Если раньше НАТО имел общие границы с Россией в 1200 там, с чем-то километров, сейчас 2500. Как говорил этот один очень известный экономист под именем Путин, он раньше говорил, когда рубль сильно упал, доллар подорожал, он говорит, вот раньше мы за $1 получали 40 рублей, сейчас мы получаем 70. Ну, сейчас, раньше Россия угрожала НАТО с общей границы 1200 километров, сейчас угрожает Россия НАТО, имея общую границу 2500 километров. Так что объем угрозы растет, видите? Объем растет, а мощности падает, а мощностей нету. Рублей все больше и больше, а цена этих денег все больше и больше приближается к нулю. И поэтому Молдова, она не уйдет, не войдет в сферу влияния России. Наоборот, все, что у нас находится еще в сферу влияния России, оно отойдет к Молдове и к Евросоюзу. Я имею в виду здесь и автономию, и Приднестровье. Хорошо, ну да, я согласен с вами, что и в принципе Россия за все 30 лет после развала Советского Союза демонстрировала, что ей отдельно Приднестровье и Гагаузия не нужны. Ей нужна Республика Молдова целиком, и Приднестровье как Гагаузия это как такие якори по удерживанию Республики Молдова от интеграции в Европейский Союз. Это совершенно очевидно. Но когда вы говорите, что Молдова больше не будет одна, и в принципе как бы у многих прозападных людей в Республике Молдова, у партнеров на Западе, есть такое опасение, они смотрят на Республику Молдова и видят сегодня, что, допустим, завтра меняется власть в Республике Молдова, и нету других сильных партий, которые готовы были бы поднять знамя проевропейской интеграции вместо ПАС и понести его дальше. Альтернатива это вот социалисты, ШОР, остальные проевропейские партии, они как бы, ну у них пока еще очень маленький процент, там под 2%, под 3%. Пока они не могут как бы, и это как бы очень большая угроза. Когда вы говорите, что будут предприняты шаги, вот как вы видите будущее Республики Молдова в контексте вот этого изменяющегося отношения к Республике Молдова со стороны западных партнеров, со стороны Румынии, со стороны Германии, Соединенных Штатов Америки? И вот этих вот угроз, как бы вы видите какое-то решение для того, чтобы это больше республике не угрожало, как бы ее разворот в сторону России? Или как вы это видите? Ну, во-первых, у ШОРа не будут столько денег, чтобы проплачивать этим бедным людям, которые выходят на протесты. Они выходят из-за денег, потому что если с ними поговорить, то сразу опускаешься в пещеру, в средневековье, потому что это мрак и люди, которые абсолютно не понимают, почему они пришли, ну, кроме денег. Они, даже если будут выборы, они не пойдут голосовать за ШОРа без денег. Ни за социалистов, ни за ШОРа. Я видел, как на прошлые выборы приезжали из Приднестровья и голосовали. Их возили и на президентские выборы, и на парламентские. Возили десятками тысяч, что они получали по 20-30 евро за это. Этого сейчас не будет, потому что перекроются все эти финансовые каналы. И эти люди, которые дают свои деньги, они всем известны. И в Европе, и у нас известны. Но просто власти до сих пор подумали, что они одни, что у них нет такой силы. Сейчас у них есть поддержка Европы. У нас есть специалисты. Специалисты по собиранию информации. Есть специалисты из служб, специальных служб, которые помогают нашим службам. И у них главная движущая сила это были деньги. Евро, доллары, леи, рубли. Когда у них этого не будет, посмотрим, сколько народу выйдет на эти протесты. Второе. Молдова получит огромные европейские и американские деньги для решения своих экономических проблем, вопросов. Будет поднятие зарплат, поднятие пенсий, улучшение качества жизни. Этого будет и народ почувствует. Потому что наша власть, к сожалению, оказалась не совсем компетентной. Бывший премьер-министр, бывший вице-премьер Спину, который просто был аферистом во власти,
его интересовало только деньги и власть. Они не думали о партии, не думали о народе, не думали о том, что надо победить еще раз на выборах. И не одним победить. Если этого не получится, надо создать альянс. Народ это понимает, еще почти 2,5 года остались до парламентских выборов. И народ понимает, и сейчас уже брожит политический класс в Молдове. И я уже вижу четко, что формируется альтернатива, которая будет в тандеме с Майей Санду, с партией Майи Санду ПАС, пойдут на следующие выборы. Просто так, святое место пусто не бывает. То, что потеряет ПАС и потеряло, оно реализуется, оно как бы перейдет к другим проевропейским партиям, потому что у социалистов партия сейчас находится в свободном падении. У Шора большого уже потенциала расти нету. Люди, они не такие тупые, как думает Дадон и как думает Шор, что можно их просто обмануть. Их можно обмануть, но не так легко, как они думают. Они их обманули один раз, но второй, третий раз уже навряд ли получится. И какие были их требования? Заплатите нам за газ, за воду, за электричество. Часть оплатили. Сейчас получим $300 миллионов из США. Это немалые деньги. Кроме того, вот вы говорили о том, что нету партий. Сейчас нету, потому что сейчас я даже не чувствую такой необходимости, чтобы появилась еще одна партия, или две партии, или альянс. Но я знаю снутри, что над этим работает. Хорошо, а кто может быть этот партнер в тандеме? Вы говорите, пойдут в тандеме с ПАС на следующие выборы. Ну, это, наверное, будет или одна партия, которая соберет внутри себя все правые проевропейские партии, или будет альянс. Потому что сейчас рассматриваются разные варианты, и меня пригласили несколько раз. И я думаю, что в этом году появится на свет, появится или альянс, или большая проевропейская партия, которая будет уже немножко по-другому. Может быть, будет унионистская партия. Но эта партия соберет те голоса, которые потеряла партия ПАС. А вы могли бы назвать, кто может войти в эту партию, в этот альянс? Ну, я не могу сейчас сказать. Одно я могу сказать, что партия, из которой я руководил раньше, сейчас я уже ушел от этой должности, я сейчас не нахожусь ни в одной партии, но это тоже будет Партиду Унитеции Национали, тоже будет участвовать. Там есть несколько партий, есть и Пеледеме, есть и Куб, есть и Либеральная партия, есть несколько партий. Эти люди, они должны понимать, что вот, вы знаете, в Румынии есть такая программа Рабла, да? Это когда сдаешь старую машину и получаешь там чек на несколько тысяч евро и покупаешь новую машину, да? И у нас в политике тоже должна быть такая программа Рабла. И вот эти для политиков, эти старые политики, которые всю жизнь были в политике, им пора понимать, что надо отойти в сторону и разрешить более молодым людям выйти вперед. Потому что политики это одна из главных целей политических лидеров, это помочь расти новый политический класс, подготовить его. А не как делает Путин или как делал Воронин, чтобы они на всю жизнь и навсегда. Такого не бывает. Вы видите, что случилось с социалистической партией. Потеряла лидера, который, хоть он ходил в Витули к гадалке, но все равно он был. Сейчас у них нет ни одного лидера. Сейчас колхоз. И из этого колхоза приходит и уходит кто хочет. Хорошо, а вот у нас осталось буквально 7 минут. Хотел бы с вами поговорить о двух вещах. Во-первых, как вы рассматриваете вот это вот расширение или укрепление полномочий СИБа, да, который может сейчас как бы вести следственные действия, вести обыск, проводить обыски? Это критиковала левая оппозиция. Вы как рассматриваете вот это вот усиление полномочий СИБа? Как вы это оцениваете? Это не усиление полномочий, это их просто привели в порядок. Это приводит в порядок. Эти полномочия имеют любые службы безопасности в любой стране. Вы представляете, что полицейский, который имеет 8 классов там и
без никакого образования, он имеет право там возбудить уголовное дело, он имеет больше прав, чем офицер СИБа, который является элитой, он входит в элиту страны, служб безопасности. Служба безопасности, был у нас один полицейский, этот Руслан Мунтяну, бывший капитан по экономике, он начал там заниматься контрспионажем, и все над ним смеялись. Но там есть профессионалы. Они профессионалы, они прошли очень хорошую подготовку, и нужно им давать такие полномочия, потому что если они имеют меньше прав, чем Министерство внутренних дел, то это не СИБа, они просто какой-то филиал, какой-то газеты, которые иногда пишут президенту, премьер-министру информацию. Они только собирают информацию для руководства, но они должны принимать решения. Потому что я помню, когда я получал от СИБа какие-то документы, они только носили рекомендательный характер, но там находили в компьютерах офицеров секретные документы, которые они передавали социалистам и которые попадали потом в российское посольство. А СИБ не имел права возбудить уголовное дело, потому что он мог нас только проинформировать. И сейчас хорошо, что дали. Сейчас хорошо, что СИБ получил наконец возможность работать и доказать, что они могут работать. Господин Шалар, вы отметили в сегодняшней передаче о том, что граница НАТО вокруг России увеличилась. Да? Финляндия вступила в НАТО. И таким образом, как вы сказали, граница увеличилась до 2500 километров. Граница России с НАТО. Да. С вашей точки зрения, в этом контексте отношение к Молдове с точки зрения безопасности меняется? Появляется шанс, что Молдова когда-нибудь станет членом этого альянса? Или в этом нет необходимости в данный момент? Ну, Украина точно будет членом НАТО. Если Украина будет членом НАТО сразу после окончания войны, то Молдова будет под куполом НАТО со всех сторон. И Украина не пропустит через свою территорию никаких там ракет российских, никаких угроз не пройдут по территории Украины в адрес Молдовы. Но пока у нас эта статья в Конституции, мы не можем стать членом НАТО. Но, к сожалению, у нас, у народа вот такое отношение негативное, будем так сказать, к НАТО из-за того, что они не понимают, что такое НАТО. Они думают, что у НАТО есть армия, которая стоит у наших границ и хочет просто нас оккупировать. Нет. Вступить в НАТО надо иметь очень много таких реформ надо проводить. Надо отвечать многим требованиям. Надо повышать свою боеспособность. Надо проводить экономические реформы. НАТО это не бандитский клуб, который думает, кого еще оккупировать. НАТО это элита всего мира. НАТО с сегодняшнего дня 31 страна, из которых 28 или 29 члены Евросоюза. Ну, кроме там Турция и Соединенные Штаты, еще какая-то там страна не является членом Евросоюза. Кто-то боится угрозы со стороны Евросоюза? Нет. Ну, тогда почему боятся НАТО? Там, по-моему, единственный член Евросоюза, это, по-моему, Австрия, которая не является членом НАТО, если я не ошибаюсь. Ну, и Австрия не является членом НАТО, это Турция. Австрия является нейтральной страной. Да, но является членом Европейского Союза. Да. Ну хорошо, но в этом случае, получается, Республика Молдова сама должна вкладывать деньги, либо партнеры должны помогать Республике Молдова увеличивать ее безопасность. Как вы это видите? Вот мы видим сейчас выделение международной помощи на закупку радаров, на закупку каких-то, не знаю, там, других средств, которые должны защитить Республику Молдова. То есть это достаточно серьезное бремя, и этих дискуссий, к сожалению, в молдавском обществе как не было, так и нет. Мы по-прежнему используем какие-то, не знаю, страшилки. Эти страшилки, вы правильно отметили, очень, очень работают. Общество до сих пор не изменило свое отношение к этому альянсу. Они работают, потому что там, где правительство молчит, там работает пропаганда России. И они работают очень хорошо, очень качественно, у них очень большой опыт, а наши молчат.
Наши молчат, потому что они думают, что народу все известно, что народ все понимает, что народ в курсе всех дел. Но это не так. Они должны работать. Но я хочу признать, что у нас очень мало специалистов в этой области. Поэтому приезжают сейчас специалисты с Евросоюза, с Европы, которые помогают нашим. Потому что гибридная война, которая начала Россия против нас не сейчас, некоторые подумали, что сейчас изобрели гибридную войну. Гибридные войны несла еще и Российская империя, царская Россия. Так что эта война началась еще, все время она была у нас, эта война, ее проводили, начиная с 91 года, она активизировалась, она вошла в активную фазу. И это борьба за умы людей. Но мы должны тоже бороться за умы этих людей. И они должны понимать, что, как говорил, я смотрел, Портнова вы пригласили, этот эксперт из Украины, который говорил, что если сюда приедет российская... Виталий Портников, да? Виталий Портников. Да. Что здесь будет то же самое, что было в этом Мариуполе, то же самое в Бахмуте, то же самое, что в Буче. Здесь они не будут смотреть, бомбы российские не выбирают по национальности. Не выбирают там гагаузов отдельно, русских отдельно, молдаван отдельно. Нет, они всех будут убивать. Поэтому те, которые мечтают, что вот эта война, она справедливая, я хочу рекомендовать гагаузам, чтобы они отошли от этой пропаганды российской, потому что есть риск, что в этом, в кавычках, элитарном клубе идиотов войдут и гагаузы. Это те, которые поддерживают войну. Потому что вокруг России, там даже в России не все поддерживают. Осталась Беларусь, Северная Корея. И не советую вам вступать в этот элитарный клуб. Тем более, что даже Приднестровье сейчас не поддерживает эту войну. И они лучше всех понимают, чем это может закончиться для них. Ну, это, для них это ничем не закончилось. Непризнанный статус 30 лет. Они в подвешенном состоянии. Ничего Но нет. это может, как пел Высоцкий, усугубиться. Это может сильно усугубиться, потому что Украина закроет бесплатный российский газ, и тогда я не знаю, откуда они возьмут этот газ. Навряд ли они могут производить столько фасоли, чтобы как-то возместить эту разницу в натуральном газе. Не будет этого. Ну, и да. не будет ни финансовой помощи из России. Национальный банк закроет все передвижения финансовые к Приднестровью из России. У них нету корреспондентских счетов в американских банках. И, к сожалению, для них, у них это будущее очень туманное. И очень оно не предвещает ничего хорошего. Без Республики Молдова, но с Республикой Молдова у них очень хорошее будущее. Да? То есть... Очень хорошее будущее в составе Евросоюза и в НАТО. Да. И эти военные, которые сейчас находятся в Приднестровье, имеют шанс стать натовскими военными и получать там по 5000 евро в месяц. Господин Шаларов, я благодарю вас за то, что пришли к нам, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. Приятного вечера. Спасибо большое. До свидания. До свидания. Друзья, в следующей части выпуска мы поговорим о поправках, которые принял парламент Республики Молдова, поправках в законодательство Республики Молдова, которые расширяют полномочия СИБа, Службы информации и безопасности, в вопросах, связанных с расследованиями. Закон был принят в первом чтении. Оппозиция, в основном, безусловно, левая оппозиция очень громко по этому поводу возмущалась. О том, в чем была необходимость или в чем состоит необходимость расширения полномочий СИБа, мы поговорим с вице-спикером парламента Республики Молдова Михаилом Попшой. Господин Попшой, здравствуйте, добро пожаловать. Здравствуйте, очень приятно. Господин Попшой, вот давайте с самого начала. В чем была необходимость принятия этого закона и в чем необходимость расширения полномочий СИБа в этой части? Как известно, к великому сожалению, в соседней стране происходит война невиданных масштабов со Второй мировой войны. В Республике Молдова ситуация тоже, мягко говоря, не идеальная. Мы являемся жертвами гибридной войны, мы являемся страной, которая
помогает Украине, с одной стороны, с другой стороны, чувствует на себе результаты вот этой гибридной войны Российской Федерации. К великому сожалению, в нашей стране есть много людей, политиков даже, хотя их трудно назвать политиками, которые не прочь, даже публично, как это было недавно, представить свою позицию в контексте, что, мол, наши близко прорвемся. Такого рода предательские настроения, тем более открыто высказанные, подрывают конституционный строй, подрывают национальную безопасность Республики Молдова. И вот эта декларация одного недополитика в публичном пространстве – это лишь верхушка айсберга. А на самом деле у нас происходят процессы, о которых опять-таки известно публично, с подкупом граждан для того, чтобы они протестовали и пытались изменить конституционный строй, поставить правительство, которое будет играть на руку Кремлю и пытаться вонзить нож в спину Украине. Все эти процессы, конечно, подрывают национальную безопасность. И, к великому сожалению, за эти 30 лет страна не сумела построить настоящих, хорошо работающих институтов власти, в том числе в органы госбезопасности, и не предоставила им достаточно полномочий. Сейчас же мы должны вот эти упущения, которые набрались за 30 лет, пытаться их устранить. И вот частью этого процесса по усилению государственных институтов, в том числе государственной безопасности, вот эти законы являются частью этого большого процесса. Ну, там из полномочий речь идет о возможности у СИБа проведения обысков и проведения слежки. Один из... Да, только в случае, там есть перечень случаев, связанные с прямыми рисками государственной безопасности. Это подрывная деятельность, шпионаж, там целый перечень серьезных угроз. Поэтому поспешу заверить граждан и наших коллег из оппозиции, которые пытались спекулировать, что, мол, эти рычаги, эти новые прерогативы дадут СИБу полномочия как бы выходить за рамки закона. Это далеко не так. Как раз наоборот, эти полномочия, которые были предоставлены СИБу, являются очень четко описаны, и есть процедуры, как они могут воспользоваться этим полномочием. Есть контроль парламентской подкомиссии, есть контроль, и в этом процессе участвует судебная система. Так что эти опасения, они не обоснованы. Мы долго разрабатывали эти законы, мы консультировались с представителями Венецианской комиссии, наших международных партнеров, для того, чтобы эти механизмы не были в ущерб правам граждан Республики Молдова. Но что касается вот этого судебного контроля, по-моему, Венецианская комиссия высказалась относительно того, что этот закон убирает какие-то важные механизмы контроля. Получается, санкцию на слежку и санкцию на обыски может выдавать сам директор СИБа без решения суда. Нет, это в связке с решением суда, потому что начать такого рода деятельность можно только лишь по решению суда. Это на примере уголовного дела, да, надо получить позволение у судьи для того, чтобы начать такого рода деятельность. В некоторых случаях можно ускорить этот процесс, но все равно судебный и парламентский контроль остается. И в этом смысле мы попытались как можно больше этих рекомендаций Венецианской комиссии внедрить в закон, для того, чтобы этот законодательный проект был как можно больше отвечал тем требованиям Венецианской комиссии, наших международных партнеров и в первую очередь граждан Республики Молдова. Ну хорошо, а какие ожидания вот после этого закона? Есть этот проект, я так понимаю, разработал сам СИБ. Его выдвинули в парламент, потому что у СИБа нет права законодательной инициативы. Но вот каковы ожидания? Вот после этого
усилится борьба с людьми, которые... Потому что до этого был принят закон о противодействии сепаратизму, поправки в Уголовный кодекс, противодействие сепаратизму и противодействие заговору против Республики Молдова. То есть я так понимаю, что усиление полномочий СИБа должны быть направлены на борьбу против сепаратизма и против заговора против Республики Молдова. Как вы это видите? Только отчасти, там перечень побольше, но все равно очень понятно и четко описаны, на какие нарушения вот этот мандат безопасности можно использовать. Конечно же, все вызовы, которые направлены против независимости унитарного строя Республики Молдова, будут пресекаться. И, конечно, не надо строить иллюзии, хотя нам, конечно, хотелось бы, чтобы вот эти законодательные проекты были ответом на все угрозы, которые... Да, мы прервались немножко. Вы остановились на фразе, где говорили о том, что не нужно рассматривать этот закон как панацею от всех бед. Именно так. Надо будет дальше продолжать эту работу над укреплением, усилением государственных структур, в том числе государственной безопасности. Но это на самом деле общая работа. Здесь все институты власти должны работать сообща. И дальше надо будет поддерживать и усилять все государственные институты, которые, к великому сожалению, за 30 лет только разлагались коррупцией, некомпетентностью. Сейчас, когда перед страной такие вызовы, это все видно в 10 раз лучше и ярче. Вот, насколько некоторые институты власти могут стать жертвой вот этих гибридных тактик, которые используются Российской Федерацией в Республике Молдова. И тем более, когда некоторые так называемые видные политики пытаются подыгрывать всем, чем могут, агрессору, это, к сожалению, серьезный вызов. И дальше надо будет пресекать такого рода действия, но пресекать в рамках закона, для того, чтобы Республика Молдова могла и дальше продвигаться по своей траектории европейской интеграции, а в первую очередь, чтобы никакого рода законодательные акты, даже с хорошими намерениями, не ущемляли интересы и права граждан Республики Молдова. Поэтому надо будет дальше продвигаться, работать усердно, но работать так, чтобы, как говорят медики, чтобы не навредить. Поэтому работа над этими законами и комплексная работа над всей архитектурой безопасности Республики Молдова будет продолжаться. Ну хорошо, а как быть с поползновениями на таких протестах, допустим, там финансирование протестов, это в том числе... да, и другой вопрос. То есть судебный контроль в любом случае существует. Конечно. Как в этой связке может работать судебный контроль в условиях, когда судебная система коррумпирована? То есть как бы в этом... Это, откровенно говоря, больной вопрос, и здесь скрывать нечего. Мы все видим, какой саботаж сейчас происходит в судебной системе, насколько они сплотились, вот вся эта омерта коррупционная, все эти кланы, для того, чтобы пытаться воспрепятствовать реформе юстиции, которая уже дает результаты. Мы видим, что ветинг Совета магистратуры уже прошел практически, и очень такой, отсеялись очень многие, буквально 80%. Это показатель серьезности намерений комиссии, которая отсеивает тех, кому не место в судебной системе по критериям неподкупности и профессионализма. И судьи, конечно, зашевелились, да, когда они увидели, насколько серьезный отбор, они поняли, что большинство из них этот отбор не пройдут. И сейчас они думают, что им уже терять нечего, и пытаются вот так уйти, сильно захлопнув двери. Да. Это, конечно, показатель их недостаточной, не знаю даже какого рода квалификатив использовать, но это не патриотично, это мало сказано, это не профессионально пытаться саботировать важнейшую реформу.
но вне зависимости от их пожеланий и от их попыток саботажа, это все не пройдет. Мы уже проголосовали законодательные акты для того, чтобы любые попытки блокировки, саботажа имели свое легальное решение. И все те, кто попытаются вот на этом кураже саботеров дальше идти, такого рода действия будут пресекаться очень жестко. Хорошо, Дон Касим Павшой, но тогда возникает вопрос. Вот сейчас получается, что высший совет магистратуры, он функционален, потому что даже несмотря на то, что там нет представителей судейского корпуса в составе высшего совета магистратуры, я правильно понимаю? Отчасти функционален, да, могут брать решения, которые не связаны с карьерой судей. С карьерой судей это значит, не имеют права брать решения, связанные с назначением судей и увольнением судей, я правильно понимаю? Не уверен, но то, что отчасти функционален и процесс уже пошел, и мы сделаем так, что Верховный совет магистратуры будет полностью функционален в скорейшем сроке, у меня нет никаких сомнений в этом смысле. И даже если судьи будут сопротивляться? Даже если судьи будут сопротивляться? Тем более, чем больше судьи будут сопротивляться, тем больше будет у нас решимости и сделать так, чтобы совет работал, и все те, кто сопротивляются, поняли, что сопротивление воле народа, сопротивление реформе, которая направлена на улучшение жизни граждан, на то, чтобы дать этой стране малейший шанс развиваться, сопротивление такого рода реформы тщетно. И мы это уже показали голосованием в парламенте. И дальше все решения государственных структур будут направлены на то, чтобы пресекать любого рода саботаж, который выходит за грани закона. И мы уже слышим, что есть такие намерения среди судей, таких более оголтелых. Могу лишь предостеречь, что идти против закона, и им ли это не знать, будучи судьями, это чревато. Хорошо, возвращаясь к закону о расширении полномочий СИБа. Вот оппозиция переживает по поводу того, что этот закон и эти поправки могут стать инструментом для преследования оппозиции. Что вы скажете на эти обвинения? С одной стороны, я понимаю их опасения. Мы живем в Республике Молдова, и до недавнего времени у нас была другая политическая реальность, в которой судебные и несудебные, все государственные институты были подконтрольны одному человеку, то бишь Плохотнюку. При Воронине мы поняли, что ситуация была не очень большая разница. Сейчас же у нас ситуация в корне иная. Государственные институты обрели свою независимость. К сожалению, они не совсем умеют, то ли не хотят, то ли не имеют объективных возможностей воспользоваться качественно этой независимостью. Мы им будем помогать. В том, что касается влияния и использования в политических целях, то как раз наоборот. Насколько это, может, звучало иронично, но как раз-то на самом деле ситуация наоборот. Эти законодательные проекты и, в общем, наше намерение нацелены на то, чтобы ту же оппозицию, легитимную оппозицию относительно, да, те партии, которые имеют серьезную поддержку граждан, хотя тоже имеют за спиной много скелетов, говоря в первую очередь о социалистах и коммунистах, как раз вот отчасти эти законы намерены на то, чтобы предостеречь или помочь им не стать жертвой вот этого политического каннибализма, который мы наблюдаем со стороны партии ШОР, и которые, насколько мы понимаем, отчасти зависит тоже от Кремля и исполняет те заготовки, которые они считают смогут дестабилизировать ситуацию в стране. Так вот, эти законы намерены на то, чтобы в парламенте подкуп депутатов стал намного проблематичнее, и желательно, чтобы его не было, чтобы эти законы могли пресечь любого рода подкуп депутатов. И это ли как раз не на пользу нашей оппозиции? Конечно же, да.
Поэтому пытаться спекулировать, конечно, все вправе, у нас свободная страна, но если смотреть по фактам, и это будет видно, надеюсь, в ближайшее время, что вот эти новые полномочия смогут помочь некоторым политическим партиям не стать жертвами политического каннибализма со стороны других политических партий. И здесь ни в коем мере не может быть речи о партии власти, потому что мы в этом не участвуем и участвовать не собираемся. А вот как раз наоборот, некоторые пророссийские партии, прокремлевские партии были уже неоднократно увлечены в такого рода противоправными и противонародными действиями, потому что политический каннибализм, этот россиизм, как мы его называем, это на самом деле серьезный вызов стабильности, политической стабильности в стране, правовой системе. Но это и вызов в первую очередь гражданам, которые проголосовали за одну партию, а потом там перебежчики за энное количество рублей или там долларов, да, вот этот голос, эту поддержку своих избирателей, они быстро забывают. И вот такого рода действий мы очень надеялись, что в данном парламенте, в нынешнем парламенте не будет. К сожалению, мы их уже видим эти действия. И очень хочется верить, что вот эти новые полномочия помогут решить и данную проблему. И это в первую очередь в пользу оппозиции. Ну хорошо, а почему тогда оппозиция возмущается? Не верит или не хочет? Ну, Предотвращение политического каннибализма, как вы говорите. Может, это прозвучит слишком просто, но на то и оппозиция. В любой стране оппозиция всегда возмущается, когда большинство берет на себя серьезные законопроекты, которые имеют серьезную политическую и общественную важность. И, конечно, хотелось бы, чтобы оппозиция понимала вот важность этих проектов и разделяла важность этих проектов и поддержала их. Но, к сожалению, у нас политические реалии те, которые все знают, и оппозиция предпочитает в угоду сиюминутных каких-то политических дивидендов или же, еще хуже, в угоду своих политических спонсоров пытаться каким-то противодействовать вот этим мерам, которые направлены на улучшение, усиление государственной безопасности и в конечном итоге на улучшение жизни граждан, на то, чтобы гражданам жилось спокойнее в Республике Молдова. Поэтому можно лишь сожалеть о том, что оппозиция не разделяет наши намерения в том, что касается этих законопроектов. Может, в ближайшем будущем они осознают важность этих законов, и когда, например, они поймут, что они направлены в том числе для того, чтобы пресечь подкуп избирателей из их рядов, может, они тогда признают, что их оппозиция к этим законопроектам была нецелесообразна. Господин Павшой, я благодарю вас за то, что пришли к нам в эфир, прокомментировали ситуацию. Будем рады видеть вас еще. С радостью. До свидания. До свидания. Друзья, на днях, в марте, получается, в прошлом месяце отмечалась годовщина трагедии в Буче. Ровно год назад российские войска были вытеснены из Бучи, получается, из севера Украины, и перед миром предстала та большая трагедия, те преступления, которые совершила российская армия на территории Бучи, на территории Ирпеня, чуть позже, после освобождения Изюма и в Изюме, практически такая же картина. Буквально несколько дней назад, может, или неделю назад в Буче был так называемый Бучанский саммит, в котором участвовал и президент Республики Молдова Майя Санду совместно с президентом Украины, извините, Владимиром Зеленским, а также президентами Словении, Словакии и Хорватии. И вот какие выводы мы можем сделать год спустя, да, после того, как эта трагедия открылась всему миру, и как поживают живут люди на других освобожденных территориях. Мы поговорим с Юрием Демчогло, главой Ассоциации гагаузских сообществ в Украине. Господин Демчогло, здравствуйте, приветствую вас. Здравствуйте, Заман Хайрулсун, Заман Хайрулсун, вітаю, да, доброго дня.
Господин Пчогло, вот, конечно, не хотелось бы начинать вопрос с этого, но, наверное, придется начать вопрос именно с этого, потому что есть еще очень много людей, особенно в Республике Молдова и в Гагаузии, которые отрицают то, что трагедия в Буче вообще была. Называют это фейком, называют это обманом, ложью. Это прежде всего, конечно, исходит от России. Россия до сих пор не признает, что там совершались те самые преступления. Напомню, там убивались люди, прежде всего шла так называемая этническая зачистка. Те, кто зачищали тех, кто работал на украинское государство, пытки, держали людей в подвалах. Это то, что мы узнали из тех докладов, которые делали следственные органы Украины. Что вы можете сказать тем людям, которые до сих пор в это не верят? Вы знаете, я вам хочу сказать, что проблема, я считаю, молдавского сообщества — это российская информационная пропаганда, которая уже десятилетиями выстроила такую систему, что не только граждане населения России стали безмолвно верить в то, что показывают по ящику. И этот ящик зашел и туда, где его разрешают показывать, где оно транслируется, где оно впитывается, где для этой пропаганды созданы все условия, в том числе была Республика Молдова. Республика Молдова после начала войны в Украине пересмотрела и поняла опасность всего этого второго оружия, как говорится, российского. Но в России работают целые институции, целые здания, там, может сказать, даже небоскребы. Как вот в США Силиконовые долины работают на IT-технологии, также в России работает десятилетиями, выстраиваются и работают институты по дурманиванию своего населения и населения, которое смотрит российские пропагандистские телеграм-каналы. Но это все, понимаете, это все пропаганда, а мы, народ Украины, переживаем это вживую, видим это вживую. Вот я вам скажу, вот сегодня ночью в Одессе был... Очередной обстрел, да? Да, 17 шахедов, 14 сбито, если вы знаете. То есть давно не было. Во-первых, слава богу, нету ракетных обстрелов Одессы уже под долгое время, слава богу и слава ЗСУ, как мы говорим. Но или уже у России закончились эти ракеты, то есть, как говорится, закончились от слова совсем, наверное. Раз так долгое время, или же они поняли, что бесперспективно всего этого. Но я надеюсь, что со временем все поймут, насколько обдурманивание проходило не только в российском обществе, но и то общество, которое впитывает российскую пропаганду. То есть со временем вся правда становится, вся ложь становится как бы быль. Все понимают. И сегодня, то, что касательно Бучи, это, конечно, первая трагедия, что мы увидели, насколько варварское отношение как бы российской армии к своему соседу, к своему, насколько варварски, никто не ожидал, для нас это было шоком, понимаете? Российская армия зашла в Бучу 27 числа, на третий день войны фактически, и вышла оттуда там под натиском территориальной обороны. Кстати, Буча была одним из первых примеров консолидации территориальной обороны. То есть сопротивление с первых же дней войны оказала территориальная оборона вместе с полицией. Войска уже подошли на второй, на третий день. Там, даже чуть позже. Там, насколько я знаю вот историю, сгруппировалась территориальная оборона, потом подключилась национальная полиция, национальная гвардия. И на второй-третий день уже к освобождению, к сопротивлению Бучи подключились регулярные войска. И, насколько я помню, 31 марта полностью враг был изгнан с территории Бучи. И немаловажно то, что еще те результаты трагедии произошедшей, варварства произошедшего в Буче, они были зафиксированы не только МВД Украины и прокуратурой Украины, то есть правоохранительным органам, но постоянно принимали участие французские полицейские, английские эксперты,
немецкие потом подключились. Но первые французы, что удивительно, первые подключились французские международные криминалисты. То есть они с первых, буквально с первой недели освобождения Бучи участвовали непосредственно в судебно-медицинских экспертизах. Результаты вы, наверное, знаете. 460 человек самой Бучи, гражданских людей было убито. И в окрестных селах 1137 человек. Это то, что официально задокументировано на сегодняшний день. То есть только в одной маленькой Буче более 1500 человек погибло. И окрестности. Город, который там по населению примерно как Камрад. Представляете, 2000 человек за месяц в Камраде, что было убито. Убито, изнасиловано, расстреляно. Те кадры, которые с видеокамеры, их никуда не спрячешь, понимаете? И по датам, и все, они были показаны, как людей вывозили, завязанные руки, расстреливали, понимаете? Как это можно сделать? До сих пор вот мы не понимаем, зачем и почему это надо было делать. И такая армия никогда не победит, не поработит народ, понимаете? Изначально неправильная политика Российской Федерации, но она показала варварство, как у нас сегодня называют орка, понимаете? Это варварство. И все мировое сообщество увидело, что в современном мире не должно быть такого. Нарушены все принципы морали и войны, правила войны, ведения войны. Ну, это обесчеловечивание, то есть, как бы, Путин занимался обесчеловечиванием, в том числе и своей армии, потому что только обесчеловеченная армия могла сотворить то, что было сотворено в Буче, однозначно. То есть, это, безусловно, так оно и есть. Вот недавно там проходил этот саммит, в котором участвовала в том числе и президент Республики Молдова. Как в Украине оценивается этот визит? Украина, украинский народ чувствует поддержку Молдовы, руководства Молдовы, потому что мы и Молдова, я думаю, что понимает, что она была бы следующей. К сожалению, что не все понимают, господин Девчук, к сожалению, не все понимают, да. В Молдове должны понимать, будущее независимость Республики Молдова сегодня держится на штыках украинской армии. Если так уже говорить. Сегодня украинская армия, наша независимость держится, но не только наша независимость, но и независимость Республики Молдова, потому что мы уже с вами обсуждали, российская армия своим варварским, бесчеловечным правилам ведения войны сметает Бучу, Ирпень, Ахтырку. Вот недавно, позавчера была и годовщина тоже освобождения Ахтырки в Сумской области. Город, который на 80% был уничтожен, город Сумской области, который находится в 30 километрах, 40 километрах от российской границы. Позавчера то же самое, они годовщину освободили. Один в один то же самое, что и в Буче. То есть расстрелы мирных граждан, воровство, изнасилование, там, грабежи, понимаете? То же самое. Ну и там легче даже по 40 километров взяли свои унитазы, там, холодильники и убежали в конце концов. Но оставили за собой разграбленный, варварский, уничтоженный город Ахтырка, такой процветающий. Я там был просто перед войной в Сумской области, на границе Сумской и Харьковской области. Но так красивый город с историческим, исторический город, там, прекрасно вылизанный за украинское время, полностью там перекрашенный был такой, очень красивый город, потому что недалеко от Ахтырки находятся газовые и нефтяные месторождения Украины. Он там Укртрансгаза, Укргаза, там офисы, там подобное, но прекрасный город, просто там бюджет очень хороший был в этом городе. То есть он был показательный европейским городом. И остались руины. Ну, это, в принципе, как бы они творили, получается, не только в Буче. Вот недавно президент Украины был в Чернигове, если я не ошибаюсь, где он сделал заявление, что он бы хотел, чтобы Путин последок, получается, остаток своих дней провел в подвале, и где ходил бы село Ягодное, да, Черниговской области, если не ошибаюсь, это было, подсказывают. Вот это говорит о том, что, в принципе, это не только Буча, это не только Ахтырка, это везде, где приходит российская армия на оккупированных территориях. Вы, кстати, были недавно в Херсоне. Как там жизнь после освобождения?
Вы знаете, мне, с одной стороны, очень как бы мы сопровождались, кстати, нашим тоже гагаузским, одно из гагаузских обществ, мы через нас, через гагаузское общество, через благотворительный фонд «Буджак Релиф», который возглавляет Артем Булгар, мы вместе завозили помощь, целую фуру, там, 18 тонн гуманитарной помощи, которую передал турецкий благотворительный фонд через нас. Он плотно работает в Николаеве, и это была первая помощь, которая пошла дальше, в Николаево, в Херсон. С одной стороны, как бы Херсон сильно не пострадал, но по дороге линия фронта проходила посредине между Херсоном и Николаевым. Вот как раз там, где линия фронта, Посад Покровский и соседние села полностью на 90% стерты с лица земли. Я даже пару видео у меня есть, я вам скину. Полностью стерты с лица земли. И сам Херсон, буквально пару мест, знаменитая Чернобаевка, это пригород Херсона, где базировались, где российские войска сконцентрировали, это бывший аэродром Херсона. Там мы видели множество до сих пор, и говорят, что там чистят, продолжают чистить, но там десятки уничтоженной российской техники мы видим. Ну да, там 17 Чернобаев, по-моему, или 13, сколько там было, да? То есть, ну, ее десятки раз обследовали, они поразительно опять туда завозили эту технику. Да, просто там удобный плацдарм. Поэтому, как бы, я не знаю, но это глупость была, но там неоднократно уже песни и баллады слагались про эту Чернобаевку, то есть там полностью мы видели горы уничтоженной техники, не только техники, радиолокационных станций и прочее. Но сам город, конечно же, чуть-чуть и одновременно и радостное, что там везде украинские флаги, город начал жить, магазины, кафешки пооткрывались. Но город живет практически прифронтовой жизнью сейчас. Город сам, слава богу, практически за пару зданий, может быть, пострадавших есть. Так целый, невредимый. Но город сегодня подвергается, особенно последние 2 недели, после Нового года, там, говорят, в феврале, в марте началось массовые артиллерийские обстрелы, в том числе жилых кварталов. Из-за того, что он находится прямо через реку Днепр, через километр находится на левом берегу российские войска, массово обстреливается прибрежная часть правобережья Днепра, страдают кварталы, села, но долетают и до середины города артиллерийские обстрелы. К сожалению, если мы дальше не отодвинем российские войска, я боюсь, что этот город через несколько месяцев может превратиться тоже в руины. А Николаев как себе... Украинская армия быстро включает как бы антибатарейные тоже ответку артиллерийскую, но все равно обстрелы где-то, вот как мне местные. Мы там были 3-4 часа, за 3-4 часа было где-то 5 обстрелов. То есть треть города вроде гражданских людей. Ну, раньше в такой ситуации находился Николаев, да, когда линия фронта проходила между Херсоном и Николаевым, получается? Да, Николаев находился километров 25 от линии фронта, то есть туда доходили не все виды, только ракеты, там, ураган, грады, туда доходили, и то до окраины, до центра не совсем доходили. Но тут фронт находится буквально в 5 километрах, понимаете, там, то есть простое артиллерийское оружие, простая артиллерия обстреливает город сегодня. Это, к сожалению. Но ничего страшного. Народ, по крайней мере, патриотически настроен, и все прекрасно понимают, что нужно чуть потерпеть. Ну вот потерпеть до нового контрнаступления Украины, да? Что о нем известно, что о нем говорят, ждут ли его, и вчера высокопоставленные лица из США говорят, что в течение следующих нескольких недель можно ждать контрнаступления ЗСУ. Где оно будет, никто не знает, но все надеются, что оно будет.
Ну, насколько я общаюсь с нашими военными, в том числе гагаузами, кстати, которые служат сегодня, последние пару недель я постоянно, почти через день общаюсь, у меня есть круг там знакомых, которые там, кое-кто под Бахмутом, кстати, кое-кто там под Авдеевкой, кое-кто в Луганской области. И говорят, что последнюю неделю серьезно уменьшился как бы наступление российских войск, то есть или они, как говорится, сдулись, или они переходят в статус обороны. То есть они тоже ожидают контрнаступления. Вероятнее, одно из двух. Но это оба радует, как бы, то, что или прекратили наступательные операции, или переходят к обороне. Но с другой стороны, насколько наши военные говорят, что мы пока не готовы к контрнаступлению. Украинская армия, украинское руководство, в отличие от российского руководства, бездумно не будет кидать в жертву своих солдат. То есть наступление будет, контрнаступление будет тогда, когда украинская армия будет более-менее готова. Это может быть через 2 недели, это может быть через 2 месяца. Понимаете? Сегодня народ Украины верит, руководство страны верит особенно вооруженным силам Украины, даже, извините, такой стране, даже больше, чем руководство страны. ВСУ сегодня. Потому что это у нас реально народная армия, реально силы как бы, обороны. То есть все понимают прекрасно, что сегодня идет, все защищают свои дома, чтобы не было в их доме, в их селе, в их городе Буч. Все понимают ценности, за что воюют. Ну да, к сожалению, этого очень многие понять не могут, что у украинского народа нет другого выхода, кроме как взять в руки оружие и защищать себя, потому что вся Украина в обратном случае превратится в одну сплошную бучу, которую мы видим. Мне в Гагаузии часто говорят, вот, давайте уже сколько, если раньше говорили просто там, сдавайте, скоро Россия, то сейчас, когда вы уже договоритесь с русским? Сейчас чуть поменялась риторика, когда вы уже договоритесь с русским? То есть раньше даже никто не собирался, чтобы мы о чем-то договорились, просто сдайтесь. А теперь договоритесь уже с русским. Ну, я вам скажу, что договоримся, и что вот будет перемирие. И через год, через 2 будет опять продукт. Любое перемирие сегодня на сегодня существующих границах, все понимают, уже каждый гражданин Украины, вот я даже с молодым поколением говорю, все понимают, что если сегодня будет перемирие, то это через год-два готовимся ко второй такой же войне. А может быть даже еще более жестокой и варварской. Ну, то есть какой выход? Сражаться до конца, нанести России поражение, освободить территорию, потому что эта же проблема никуда не денется. И даже если Украина освободит свои территории, потому что Россия остается, и она останется и будет такой же агрессивной. Кстати, в это мало кто верит, да, что Россия агрессивна, да, по отношению к Украине. И это очень большая проблема, не только для Украины и для Республики Молдова, кстати. Да, мы видим, что творится здесь. Вы знаете, вы правильно сказали, у украинского народа, у украинского государства нет другого выхода, как сопротивляться и сражаться. Потому что если он сегодня отпустит руки и будет вот из-за того, что договариваться, это ненадолго. Российское руководство, российская армия не оставляет нам другого выхода, как сражаться. Как обороняться, как сражаться, понимаете, вот наступление, вот все говорили, что вот сейчас будет российское наступление, и что оно сдулось, понимаете, оно началось там после Нового года, во второй половине января, и что месяц прошло, и оно сдулось. Нигде, если раньше там, понимаете, если там в начале войны говорили, что вот Россия этот город захватила, этот там район, то сегодня достижениями российской армии захватили такое-то здание в таком-то городе. Великая российская армия захватила одно здание на такой-то улице. Вот достижение всей российской армии за последние месяцы. Коровник на краю деревни, что-то вроде этого. Да? Господин Мифлог, я благодарю вас за то, что вы пришли к нам. Мы, безусловно, конечно же, желаем ВСУ стойкости и победы в этой войне, потому что год спустя эти слова звучат так же актуально. ЗСУ и Украина защищает не только себя, защищает и нас. Имеется в виду Республику Молдова. Спасибо большое. Дай Бог. Вам тоже спасибо большое. Удачи, успехов. Стало
Друзья, таким был сегодняшний день, таким был сегодняшний выпуск «Цены свободы». Не забывайте подписываться на нас в YouTube и Facebook, делиться этим видео, отправлять его своим знакомым, близким, ставить лайки. Увидимся завтра в новом выпуске «Цены свободы» в 19:00. До свидания.